Доброе утро! Начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». Настраиваемся на плодотворные, добрые и позитивные новости на этот предстоящий день. И чтобы он был максимально полезным и интересным, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Новый день с вами встречаю я, Полина Долинская. Я желаю вам всем бодрого и доброго утра. И вот о чем мы сегодня вам расскажем. 2023 год начался со впечатляющих погодных аномалий во всем мире. В Москве и других регионах рекордные оттепели сменились ледяными дождями и лютыми морозами. Как объясняют эту аномалию климатологи, поговорим об этом с нашим гостем. У многих в холодные периоды года иммунитет ослабевает. В традициях китайской медицины считается, что человек начинает чаще болеть, если неверно растрачивает свою жизненную энергию. Как избежать этих потерь и перестать болеть, узнаем из нашего сюжета. Танцы в минус 50. О великой силе танца мы поговорим с нашими гостями, а в новом телепроекте нашего телеканала «Танцуй» страсти только накаляются. Узнаем последние новости из нашего популярного проекта. Ну а прямо сейчас мы узнаем, что же сегодня за день. На календаре у нас 31 января. Во всем мире свой профессиональный праздник – Международный день ювелира – отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекрасней. Профессия ювелира – одна из самых древних, ведь украшать себя люди любили всегда. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Это могло быть бусы из ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой на кожаной полоске. Самые богатые и роскошные украшения носили вождь племени. Чем еще знаменателен этот день, узнаем в нашей постоянной рубрике. На календаре 31 января. Сегодня отмечают Международный день ювелира. По народному календарю Афанасьев день. Афанасий Ломонос. Если день выдается в южном, ранней весны ждать не стоит. Об обратном говорила ясная погода в полдень. Это день в истории. В 1714 году в этот день был создан государев кабинет Кунсткамера. Со всех концов России и из-за границы в музею стекались разнообразные диковинки. Кстати, посетители побаивались экспонатов. Тогда Петр приманил мужчин рюмочкой водки, а женщин угощали чашечкой кофе. В 1729 году в Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом. Первой книгой стал толковый словарь Джаухари в переводе на турецкий язык. Этот словарь считается одним из самых популярных, и на протяжении более 1000 лет он не уступал первенства. В 1892 году в этот день прошли первые соревнования на лыжном трамплине Холменколлен в Осло. На нем проходили лыжные чемпионаты мира 30-го, 66-го, 82-го, 2011 годов и зимняя Олимпиада 52 года. Сегодня этот трамплин считается одним из самых современных и величественных в мире. В 1924 году была принята первая Конституция Советского Союза. Главный смысл этой первой союзной Конституции СССР, в отличие от Конституции РСФСР 18 года, в закреплении и окончательное юридическое оформление образования Советского Союза и разделение прав союзных республик. В этот день родились Франц Шуберт, австрийский композитор, патриарх Тихон, патриарх Московской и всея Руси, Теодор Вильямс Ричард, американский химик, нобелевский лауреат, Валентина Гризодубова, советская летчица, герой Советского Союза, Ванга, болгарская ясновидящая. В этот день увидели свет также Владислав Стражельчик, советский российский актер театра и кино, педагог, народный артист Советского Союза, Тенгиз Абуладзе, грузинский советский кинорежиссер, народный артист Грузии, и Вера Глаголева, советская российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России. Именины сегодня у Емельяна, Афанасия, Марии, Владимира, Кирилла, Максима, Сергея, Александра, Иллариона, Михаила, Николая, Евгения, Ефрема, Дмитрия и Ксении. Ну и самое время узнать, какая же погода на день сегодняшний. По данным на 6 часов утра в центральных районах температура воздуха составила 48-50 градусов мороза, в заречной группе 47-52. Со знаком минус. В южных минус 29 в Алдане и минус 37 в Нерюнгре, в Вилюйской группе минус 38, минус 45 градусов, в Нижнеленских 44-47, в западных 29-38 ниже 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 1 в Черском, минус 37 в Уснере. В Янских минус 26, минус 44, на северо-западе 35-49 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 47,
47 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают день преимущественно без осадков, туман, ветер северо-западный с порывами от 1 до 4 метров в секунду, а столбик термометра покажет 37-39 градусов мороза. Активный день в городе Якутске объявлен для учащихся с 1 по 8 класса. Более подробнее об этом мы поговорим с нашим первым гостем. У нас в гостях Татьяна Владимировна Маршалик, начальник Якутского гидрометеоцентра. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, наверное, самый главный вопрос, который всех сейчас нас волнует, всех наших телезрителей, когда же у нас отступят морозы? Морозы когда-то и отступят. Дело в том, что, знаете, сегодня последний день января, 31 января. Мы даже по нашим мифологическим знаем, что у нас сегодня у быка холода притупляются рога. Чем отметится это у нас, значит, в Якутии? Тем, что мы сегодня как раз к концу дня по центральным районам ожидаем ослабления морозов. И сейчас мы его уже наблюдаем по северо-востоку республики, по арктическому побережью. Значит, это отголоски циклона, который вышел с Камчатки и, значит, распространяет свое действие на Чукотку и на северо-восток Якутии. Циклон очень глубокий, он в серии уже второй. Первый выходил, значит, с Курильских островов. Значит, это было немножко восточнее, вот, а сейчас вышел на Камчатку. Вот, и теперь облачность от этого циклона заняла практически всю территорию северо-востока. Вот сейчас вы погоду говорили о том, значит, мы уже Чирский видим... меня Да. очень сильно удивил. Вчера буквально было минус 26 градусов, сегодня минус Да, 1. вот перепад, пожалуйста, какой в 20 с лишним градусов. Вот это вышла теплая воздушная масса этого циклона, вот, и она влияет на все эти северо-восточные районы. Будут, значит, и снег будет небольшой, будет умеренный снег, где-то значительный, обязательно ветер. По арктическому побережью до 23-25 метров в секунду. По северо-восточным всем районам в пределах 8-13 метели выявления, поземки. То есть погода поменяется. То есть стояла антициклональная погода, было холодно, в общем-то практически без ветра и довольно низкая температура. Сейчас температура повышается, вот, и будет так снежно, ветрено, но на ощущение, конечно, будет прохладно. Потому что когда ветер при такой температуре, эффективная температура гораздо ниже. Но в Якутии вообще за этот год был побит 30-летний рекорд. Буквально в горном районе, село Тангулах, была зафиксирована температура воздуха минус 62,4 градуса, а предыдущий рекорд составлял в 93-м году, и был он 91 градус. Вот для метеорологов что эти данные говорят? Ну, во-первых, немножко поправлю вас, 62,7 градусов. То есть, если округлить, это получается 63. Почти 63. Да, это, да, действительно рекорд для этой станции, для горного района. Станция – это труднодоступная станция Тангулах, где у нас измерения проводятся, это запад горного района. А вот, значит, 30 лет назад. Вот мы все время у нас как-то возвращаемся к 93-му, 94-му году, аналогию проводим, потому что именно тогда вот были такие холодные зимы. И вот именно в 94-м, 93-м январь был особенно холодный. Вот. С чем это было связано? Часто путают, начинают говорить тропосферный антициклон, тропосферный циклон. Я вот хотела бы пояснить. Что это значит? Да, вот знаете, это такой мощный тропосферный вихрь, который обычно занимает свое положение над морями, над Северным Ледовитым океаном, над нашими морями северными, вот, и закачивает воздух, и только под его влиянием вот этого холодного арктического воздуха именно арктические все наши районы. А в этом году циклон решил немножко спуститься на материк, и поэтому он с Новосибирских островов делал такой вояж через Оленёкский район, далее Вилюйскую группу, вышел на горный район, где вот он очень хорошо погостил, и рекорд как раз вот там поставил. Далее были центральные районы, и ушел на Заречье и на Усть-Маю. И вот даже можно по датам проследить, как низкие температуры возникали. Сначала мы все говорили, Жилинда 62 градуса, там тоже 30-летний рекорд. Дальше у нас Вилюй пошел под 60, и вот горный район. Почему рекорд именно в горном районе? Потому что стационировал вот этот вот, значит, этот циклон здесь. И мы знаем, что если вот циклон стоит на высоте, это примерно высота 3, 5, 7 километров, то у Земли антициклональное поле.
антициклон у Земли, сибирский антициклон со своими отрогами в Аймеконе, Верхояне, вот почему у нас там полюсы холода. Это такие условия погоды, когда нет восходящих движений воздуха, а не только нисходящие, поэтому весь воздух прижимается к земле, не перемешивается с верхними слоями, поэтому у нас вот так холодно, холодно и холодно. Вот. Ну а в условиях еще мегаполиса города Якутска, где много, значит, домов, котельных, машин и всего остального, мы видим 35 градусов и ниже, это уже туман. И то есть вот уже в течение практически месяца, начиная с новогодней ночи, мы солнце-то и небо-то не видим. Практически в тумане. А выезжая за город, да, там посмотрите, голубое небо, солнце. Вот, поэтому здесь это точно. Ну, вообще, что касается мегаполисов, 2023 год, он начался с таких впечатляющих погодных аномалий, то есть, причем во всем мире, в Москве и в других регионах европейской части России. То есть сначала в столице было плюс 6 градусов, в Калининграде было даже плюс 17, сейчас там ледяные дожди, лютые морозы. Вот как объясняют эти аномалии климатологи? Ну, климатологи, они, да, смотрят длинные ряды наблюдений. Вот мы сейчас вот по городу Якутску, например, я скажу, на протяжении уже 2, почти 3 недель мы слышим опасное явление, значит, ниже климатические нормы, средняя температура на 7 градусов и более установилась в Якутске. Это с учетом того, что, значит, в этом году были пересчитаны климатические нормы, с учетом вот последних 30 лет, которые были, ну, довольно теплые. Все же говорят, потепление климата. И тем не менее, с пересчитанными этими климатическими нормами температура гораздо ниже. То есть, если бы нормы не пересчитаны были, то мы бы не на 7-8, а, наверное, на все 12-15 градусов имели бы температуру выше нормы. Вот. А то, что связано по всей России холодно, да, вот я про который тропосферный циклон сказала, он был не один, это был один из братьев-близнецов, которые практически были вот растянуты по между 65-й и 70-й широтой, и несколько было центров. И вот этот тропосферный циклон, он как насос. Вот он, прямо хочется карту и показать. Вот несколько было центров, и вот они закачивают в этот арктический воздух. Часть была на территории Якутии, на территорию Сибири, и даже туда на Урал и западнее. Вот. А то, что связано с тем, что вот аномалии, раз немножко отходит холод, выходят атлантические циклоны. Там, значит, они, в общем-то, довольно часто, выход их, выходит циклон, естественно, приносит теплую воздушную массу, снег, переходящий в дождь, а потом это все замерзает, потому что в тылу циклона бывает гораздо холоднее. Поэтому вот эти вот, это не аномалии, это, в принципе, ну, погода. Татьяна Владимировна, большое спасибо. Вы нас очень сильно обнадежили, что с сегодняшнего дня, может, потихоньку будет теплеть. И мы будем очень сильно надеяться. Спасибо, что с такими хорошими новостями пришли в это утро к нам. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Грант в размере 1 миллиона рублей получит лучший студенческий стартап в этом году в России. Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на участие в конкурсе. Отбор проводится для студентов и аспирантов, чьи проекты разработаны на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований и имеют потенциал коммерциализации. Отбор участников программы проводится по 7 тематическим направлениям. В Татинском Улусе, в 20 километрах от села Черкёк, жители обнаружили пещеру. Она образовалась вследствие климатического потепления. Глубокое озеро посреди леса из-за таяния вечной мерзлоты еще до Нового года протекало в соседнее озеро, которое находится в 200 метрах. В скором времени ученые Института вечной мерзлоты проведут исследования. Пещера длиной примерно более 20 метров, высотой 5-6 метров, создает большую опасность для жизни человека, так и для животных. Мы находимся в подземелье на вечной мерзлоте, собственно, искусственно не сделанная, самой природой сделанная. Несмотря на 50-градусный минус, вот создавая вот такие коридоры, и вышла на берег, на другой ручеек, оттуда и прямо в озеро.
На протяжении нескольких лет в Нерюнгринском районе усложняется ситуация по клещевому энцефалиту. В течение 5 лет зарегистрирован рост укусов клещей. Так, в прошлом году в медицинские учреждения обратились 84 человека. В 4 случаях были обнаружены инфицированные насекомые. Главный санитарный врач республики объявил эндемичные территории. Сюда вошли Нерюнгринский, Ленский, Алекминский и Алданский районы. В связи с этим главам поручено разработать комплексный план профилактических мероприятий по уничтожению клещей и обеспечению защиты населения. Не менее 95% населения района подлежит обязательной вакцинации. Самим гражданам необходимо своевременно в случае нападения клеща обращаться в медицинскую организацию для того, чтобы клеща изъяли, отправили его на лабораторные исследования, а также провели специфическую и неспецифическую профилактику. В случае, если человек вакцинирован, то профилактика проводится только в отношении клещевого боррелиоза, то есть бактериального заболевания. Но если человек не привит, соответственно, еще и специфическая профилактика против клещевого энцефалита в виде постановки иммуноглобулина человеческого, который обеспечит защиту от развития клещевого энцефалита. Порядка 300 человек планируют обучить специальности оператор беспилотных летательных аппаратов в этом году. Так, в Центре по обучению операторов информационных систем на базе Якутского колледжа связи и энергетики сейчас получают специальность 20 слушателей. Как отметил ранее глава Якутии Сэн Николаев, в условиях активной перестройки экономики республики и страны востребованы специалисты по информационным технологиям и Якутии, которые ставят в приоритет развития IT-технологий, подготовят достойных специалистов для многих отраслей. И сейчас как эра коптеров уже начинается, видите, как массово. Вот нам показывали на лекциях, курсы вообще, куда это стратегически все идет, коптеры, вообще какая их полезность будет. Там вообще такие горизонты открывают, сельское хозяйство, мониторинг, там вообще куча всего. ЖКХ тоже, мониторинг труб, проводов, тепловизоры. Где вот даже, мы тут взлетали, смотрели «Триумф». И спектр, холодный воздух. Откуда здесь в Триумфе, допустим, проходит. И все видно сразу. Потенциал огромный. Более 7 миллионов рублей заработал в прокате якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». В широкий российский прокат вышли 2 свежих фильма «Эдерсаз» Дмитрия Давыдова и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой. Так, Эдерсаз за 2 уикенда заработал более 2,5 миллионов тысяч рублей, а «Не хороните меня без Ивана» заработал более 7 миллионов рублей. Также на этой неделе запланирован к выходу в прокат «Белый ангел тундры» Александра Лукина о спасении Эвенкийского стойбища от брюшного тифа в 30-х годах прошлого столетия. Преодолевая ледяной барьер, 3-й этап Кубка России по спортивному ледолазанию. Состязания проходят на естественном льду скалы Пржевальского, которая для формирования трассы заливалась водой на протяжении месяца. За звание сильнейшего альпиниста приехали бороться 30 спортсменов из 7 регионов страны. Забеги состоялись на дистанцию 15 метров. Участники соревновались в 2 дисциплинах – сложность и скорость. В первой категории нельзя выходить за ограничительный коридор, а в скоростном забеге победителя определяет секундомер. Ледолазание перешло в такой более спортивный формат, и почти все соревнования проводятся уже на фанере, на драйтулинге. Соответственно, естественный рельеф – это редкость теперь для нас. Это интересно, это возвращает нас к истокам ледолазания, соответственно. То есть мы и лед используем, и скалу во время лазания. Интересно. Лед непростой, но всякий мы уже бегали. То есть те спортсмены, у которых большой опыт выступления, они бегали разный лед, поэтому проще будет тем, кто давно выступает. Те, кто новички, они, конечно, уже отработанная техника на более гладком, ровном льду. Я думаю, им будет на этом льду будет сложнее. Спортсмены отмечают, что соревнования проходят в атмосфере единомышленников, где опытные ледолазы помогают младшим коллегам. Ледолазание – молодой экстремальный вид спорта, отделившийся от альпинизма. Спортсмены используют специальное снаряжение – ледолазные кошки и ледорубы-крюки для прочной фиксации тела во время подъемов. Первые соревнования по ледолазанию всесоюзного уровня прошли в Советском Союзе на Кавказе в 1981 году.
Есть книги, которые стоит почитать, а иногда даже и перечитать. Книга «Стоя под радугой» Фенни Флэк – одна из таких. Фенни Флэк верна себе, чуточку старомодно, чертовски обаятельно и задушевно иронично. «Стоя под радугой» – роман, в котором собрались многие из героев и персонажей остальных книг писательницы. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканалах Якутия-24 НВК Саха мы поговорим с вами о книге «Стоя под радугой», которую написал уже всеми полюбившийся нами автор из предыдущих выпусков Фенни Флэк. Фенни Флэк является одним из любимейших мною авторов. Я читаю ее книги, понимая, что такие истории могла написать только очень умная, добрая и мудрая женщина, которая хорошо разбирается в жизни и в людях. Именно это сочетание делает ее книги столь популярными, а у читателя возникает желание возвращаться и перечитывать эти книги вновь и вновь. И эта книга не стала исключением. С первых ее страниц читатель погружается в удивительный мир, такой душевный, забавный и смешной, где много радости и солнца. Такое ощущение, что эту историю рассказывает нам любимая тетушка, а красочные яркие персонажи становятся нашими лучшими друзьями. «Стоя под радугой» — это роман, который собрал множество героев-персонажей из других книг писательницы. Это история о маленьком городке Элмвуд Спрингс и его горожан, охватывающая 5 десятилетий, начиная с 40-х годов. Здесь вас встретит Дороти Смит, хозяйка радиостанции, Бретти Рэй, застенчивая девушка, которой суждено стать губернатором штата, безбашенная тетушка Элмер, ее правильная племянница Норма и многие-многие другие. Меня всегда очень удивляет, насколько умело Фенни Флэк через смех и слезы, юмор и светлую игру заставляет читателя прочувствовать то, что происходит с персонажами ее истории, заставляет задуматься и переосмыслить свою жизнь, свое поведение, поступки, отношение к жизни, к себе, к близким и просто незнакомым людям. Все это есть и здесь. Кто-то скажет, что это банально, кто-то скажет, что это старомодно или сладко и пафосно, и я думаю, что, скорее всего, каждый из них будет прав. Но в целом это не делает книгу хуже, поскольку, читая такие книги, мы очищаем свои души, становимся добрее, мудрее и понимаем, насколько важно и необходимо ценить каждый миг своей жизни и что каждое ее мгновение бесценно и прекрасно. Эта книга всепоглощающая, ироничная, очень трогательная, о мудрости, о доброте, о счастье и гармонии в душе каждого человека. И я уверена, что буду возвращаться и перечитывать эту книгу не раз. И, разумеется, я рекомендую ее к вашему вниманию и прочтению. Приятного чтения и до новых встреч! Вы никогда не задумывались, как в русских сказках возник образ Кощея Бессмертного? В сказках встречаются два варианта имени этого популярного персонажа – Кощей и Кощей. По одной из версий, такое прозвище происходит от слова «кость», по другой – от слова «касть», родственного пакости. Наша рубрика «Говорим правильно» продолжает рассказывать о происхождении слов, связанных с русскими народными сказками. Доброе утро, дорогие телезрители! И еще один сказочный персонаж. Сегодня настал черед Кощея Бессмертного. Это слово «Кощей», по мнению ученых, еще в XII веке встречается в древнерусских летописях, в таких как Ипатьевская летопись. А еще она встречается в значении невольник, раб в слове о полку Игореве. В этом произведении древнерусской литературы оно встречается 2 раза. Но надо сказать, что это слово имеет тюркское происхождение и обозначает как раз в тюркском языке невольник. В свою очередь, это слово было образовано от слова «кош», что обозначает лагерь, стан или обоз. В русском языке такое слово нам, наверное, знакомо по имени кошевой. Кошевой – это начальник стана или обоза. А еще Макс Фасмер, который является автором
этимологического словаря русского языка утверждает, что Кощей, как обозначение худого очень человека, Кощей бессмертный, да, мы так часто называем еще их очень худого человека, излишне худого человека, образовано от слова «кость», и оно уже имеет древнее русское происхождение, поэтому никакого отношения к тюркскому уже не имеет. Давайте говорить правильно. Всего доброго! А сейчас окунемся в мир детства, наивный, добрый и прекрасный, увидев размышления детей о том, какую профессию выбрать. И улыбнемся, помня при этом, что устами младенца глаголит истина. Я хочу стать инженером. Потому что без этой работы, хотя она сегодня не такая модная, но очень полезная. Моя будущая профессия – это ветеринар, потому что я люблю очень сильно животных и хочу им помогать. Я в будущем хочу стать программистом и создавать игры. Буду создавать платные и бесплатные. Но у меня будут больше бесплатных игр, чем платных. Я хочу стать доктором, потому что я думаю, что это самая хорошая профессия, чтобы всех лечить, чтобы все выздоравливали и стали здоровыми и хорошими людьми. Моя будущая профессия – это футболист, потому что я занимаюсь футболом, а мой папа занимался боксом. Так что я хочу стать тоже спортсменом. Из-за этого я теперь хочу стать футболистом. А чем занимается инженер? Не строительством. Он сначала инженер придумывает, потом проектирует и потом тестит. А где надо учиться на доктора? Там, где все будущие докторы учатся. Когда я вижу котенка бездомного, мне его жалко так. Я хочу взять его домой, но мама разрешает его только кормом кормить. Но для этого, чтобы стать ветеринаром, нужно проходить школу и быть уже в универе, и стать взрослым, и получить работу. Надо уметь пользоваться техникой, надо еще пройти немного обучения, дабы образование было к технике хорошо. И потом хорошо там думать, что ты хочешь сделать. Они какими должны быть, хорошие футболисты? Ловкими, быстрыми, худыми. Я хочу создать то лекарство, которое всех вылечит. Уже люди во все играли, Counter-Strike и Майнкрафт. Это им уже надоело. Ну, может, кому-то еще нравится. Я хочу создавать новый контент и геймплей. Чтобы это сделать, надо учиться и работать хорошо, чтобы людям было очень хорошо, и они выздоравливали. Мне мама не разрешает заводить животных, потому что у нее аллергия на них. Я могу только завести хомяка, либо кролика. А я мечтаю о котенке белом, кудрявом, потому что они милые, и его лечить. А ты как ты думаешь, ты хорошо играешь в футбол? Не знаю. А кто знает? Никто. Мой характер. У многих из нас в холодный период года иммунитет ослабевает. В традициях китайской медицины считается, что человек начинает чаще болеть, если неверно растрачивать свою жизненную энергию. Как избежать этих потерь и перестать болеть, как предостеречь себя от серьезных заболеваний, узнавала и даже испытала на себе наша коллега Дарьян Кехва.
Западные врачи при диагностике опираются на результаты анализов, аппаратных исследований и физический осмотр пациента. Но в традиционной китайской медицине правила и методы диагностики другие. Один из них – это проверка пульса. Ритм пульса может многое сказать врачу о состоянии организма пациента. Китайская традиционная медицина различает 30 сценариев пульса, соответствующих различным нарушениям. По левой руке могу узнать ваше сердце и печень, почки. Правая рука? А правая рука могу узнать ваше желудка, как работает, и стоит давление, как работает. Китайская народная медицина в первую очередь ассоциируется с иглоукалыванием. Иглоукалывание или акупунктура – это воздействие на активные точки очень тонкими иголками. Таких точек более 300, и каждая связана с каким-либо органом или системой. Иголки настолько миниатюрны и вводятся так неглубоко, что никаких неприятных ощущений при данной процедуре нет. Наоборот, акупунктура помогает справляться с болевым синдромом. Она также показана при множестве болезней внутренних органов, нарушениях метаболизма, пониженном иммунитете, бессоннице и некоторых нервных заболеваниях. Вот эта точки называется китайские хэгу. Хэгу точки, да, намного помогают. Что ли зубы нервы болит, что ли голова болит, ли голова кислорода поднимается, эти точки намного помогают. Поэтому это самое главное. Чуть-чуть больно. Это чуть-чуть больно, да. Терапия медицинскими банками также входит в комплекс традиционной китайской медицины. Согласно китайским представлениям, банки, вызывая прилив крови в коже, разгоняют застоявшуюся кровь и лимфу, а также улучшают обращение ци. При массаже используются банки различного диаметра. Вакуум-терапия укрепляет защитные силы организма и часто используется для профилактики инфекционных заболеваний. Один из методов вакуумного массажа – это хиджама. Сегодня она стала очень востребована, и многие люди проявляют к ней интерес. Для проведения хиджамы на предварительно дезинфицированной коже специальным стерильным лезвием делают насечки – микронадрезы, на место которых сразу ставятся банки. Хиджама затрагивает лишь поверхностные капилляры, не задействуя вены и артерии, и совершенно не опасно. Этот метод используется в качестве профилактической и лечебной цели. Его применяют для лечения и профилактики гинекологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы, проблемы с опорно-двигательным и мышечным аппаратом, лор-заболеваний, различных инфекций и воспалений. Также эта процедура часто применяется в спорте. От банки остаются следы светлые и темные. Если светлые, то это очень хорошо. Бывают очень черные. Это очень плохо. После этого немножко покраснение бывает. Ничего страшного. Просто это пройдет на днях. Китайская медицина активно использует множество методов массажа, включая такие экзотические его разновидности, как гуаша – массаж специальным скребком, сделанный из нефрита. Такой массаж эффективно снимает боль, отеки и воспаления, позволяя глубоко воздействовать на ткани, улучшает кровообращение и обмен веществ. Кроме того, он снимает мышечное напряжение, которое может приводить к проблемам с суставами, позвоночником, дыханием и пищеварением. В основном мы делаем гуаша, те, которые кашляют много. То есть у них уже этот грипп, ОРВИ, на эти болезни тоже очень хорошо помогает. Не только в капилляры, а внутренние органы, на сердце, на печень, почки тоже очень хорошо помогает. Улучшает кровообращение, когда улучшается кровообращение. Еще одна терапия – это биоэнергомассаж, основанный на одном из учений традиционной китайской медицины. Предполагается, что в организме есть биоэнергетические каналы – меридианы. Путем специального воздействия биотоков на биологически активные точки организма постепенно очищает энергетические меридианы и воздействует на причину заболевания. Проще говоря, этот вид массажа активнее, чем обычный. Индивидуально делаем каждому. Некоторым посильнее, от состояния зависит. И только я чувствую через меня, то есть это 2 провода, один у меня на ногах будет, я буду контролировать. И 1 провод, то есть у пациента. И когда я буду прикасаться,
у меня уже через ток, через мои руки идет ток. Выходное напряжение прибора составляет 8 вольт, что совпадает с биотоками клеток организма. Прибор безопасен как для клиента, так и для специалиста, который с ним работает. Восточные медики еще несколько тысяч лет назад поняли, что предупредить заболевание намного проще, чем вылечить его. Очень важно понимать, что традиционная китайская медицина вовсе не противопоставляет себя современной. Поэтому ни один настоящий врач китайской медицины не предложит вам отказаться от операции или антибиотиков в пользу травяных настоев и акупунктуре. Будьте здоровы! Фанатики и танцы провели танцевальный флешмоб на фоне северного сияния исторического парка «Россия. Моя история». В этот день температура воздуха опустилась ниже отметки 56 градусов по Цельсию. Поделитесь впечатлениями от вашего... Более подробно мы поговорим об этом флешмобе с нашими замечательными гостями. А у нас в гостях Марина Кузьмина, руководитель Центра колонетики и танца, а также Роза Старкова, активная участница флешмобов. Доброе утро! Доброе утро. Ну вот мы сейчас все посмотрели: туман, мороз, вечер, минус 56 градусов. Вот как вообще возникла идея такого танца, такого флешмоба? Ну, танец у нас был, а идея предложила Роза. Я просто поддержала. Подготовила, да? Ага. Роза, вот поделитесь впечатлениями, расскажите. Ну, это было осенью, в день города. Ну, у нас на WhatsApp-группе начали друг друга поздравлять с Днем города и отправили очень много фотографий, видео девочки. И было одно видео с микрорайона Прометей. Осень, вечерний Якутск, огни горят, и здание музея нашего, которое играет прямо северным сиянием. Нам это так понравилось, и мы все подумали, а что если мы на фоне этого
музее станцуем наш танец северный. Ну, вы просто сначала Это еще придумали, осенью, да. не планируя о том, что дождетесь морозов таких Нет, аномально это синих. все спонтанно как-то. А потом после Нового года, после занятий мы обычно в кафе сидим, кофе пьем. Сейчас холодно. Наш бренд Якутска. Вообще Якутия – это наш мороз, холод. Ой, надо бы что-нибудь придумать. И свое предложение мы уже рассказали Марии Егоровне, потом на WhatsApp-группе написали. Давайте что-нибудь все придумаем. поддержали. И все давайте. Ну, здорово. А вот видео с одного из флешмобов, где группа Zumba Gold в парке культуры и отдыха, оно всколыхнуло все российское социальные сети. Танец минус 50. Весь мир. Да, он стал очень популярным. Танец – это такой язык, который объединяет всех в мире. Естественно, да. Что для вас танец? Ну, для меня танец это моя жизнь. Я с детства танцую, я по профессии хореограф, да, и это для меня танец это жизнь, да. Вот как раз мы видим кадры сейчас. Да, это было в 2019 году. Мне даже звонили с Франции, с Италии звонили, да, и просили разрешения, чтобы я дала разрешение, чтобы они выставили на свой сайт. То есть танец, он действительно объединяет? Конечно, 100%. Марина Егоровна, вы уже 15 лет в струе самых модных трендов. 17 лет уже. 17 даже лет. Вы преподаете колонетику. Такие продвинутые направления, как баре, фитнес, зумба голд для всех желающих улучшить свое здоровье, обрести стройное, красивое тело. Вот по вашим наблюдениям, люди стали чаще, лучше стали относиться к своему телу и к своему здоровью? Да, конечно, сейчас люди думают о своем здоровье, хотят хорошо выглядеть, да, хотят долго жить, активно жить. Да, это сейчас такая тенденция, мода, скажем, хорошо выглядеть в любом возрасте. Роза, а вы как участница флешмобов, причем у меня даже активная участница флешмобов, расскажите о своем опыте, как поменялась ваша жизнь, когда танцы в нее пришли? Я начала заниматься 2019 года. Вообще я по профессии бухгалтер. И, конечно, мы, бухгалтера, целыми днями сидим. И вот хочется какого-нибудь движения. И когда моя приятельница рассказала о центре колонетики, и я туда пошла, и я так счастлива, что я все-таки нашла занятие, которым я бы хотела заниматься. Мы, например, в пятницу, ты уже устаешь после трудовой недели и идешь на занятие, час только потанцуешь, и у тебя уже настроение прекрасное, усталости нет, домой приходишь такая счастливая. И когда мать семейства приходит счастливая домой, это очень много значит. Также вы еще участвуете в разных мероприятиях нашего города, страны. Также про 9 мая. Расскажите подробнее. 9 мая на площади Орджоникидзе мы сделали флешмоб также и сняли, да, и тоже получил очень большой 400 тысяч человек посмотрели этот ролик. И такие хорошие были отзывы. Прямо мы смотрели со слезами на глазах. Вы знаете, у меня прям мурашки сейчас идут от этого видео. А люди, которые рядом там находятся, вот они какие-то все прям на подъеме, это вот их объединяет это все. Как эта идея возникла? Тоже спонтанно, случайно? Да, тоже спонтанно. Там особо-то думать не надо. Давайте сделаем, и сделали. Кто еще танцует в вашем коллективе? Вот, Роза, вы бухгалтер. Какие еще профессии объединил танец? О, почти все профессии. Я даже не знаю. У нас очень много. Да. У нас больше 300 человек посещает. Я не могу сказать, кто чем занимается. А как пришла идея организовать танцевальный коллектив «Леди Плюс»? Так, это было давно. 6 лет назад объявили конкурс. Танцевальный конкурс 50+.
Я тогда начала обзванивать своих однокурсниц, да, подруг, давайте будем участвовать. И это нас было тогда 8 девушек, скажем, и мы участвовали и получили гран-при. И вот с этого и пошло. Я вот сейчас смотрю на этих женщин, это действительно, это поражает, потому что тут с утра не можешь с кровати встать, а тут девчонки такие танцуют, такие задорные, такие веселые. Девчонкам 55. Девчонки 55 плюс. Кроме того, что вы активно радуете жителей нашего города, а также привлекаете их к участию, вы еще и активно ездите не только по нашей стране, но и за пределы. Да, мы 2 раза ездили в Турцию на международный конкурс тюркских народов. И 2 раза мы получили гран-при. Я вас поздравляю. Это, по-моему, даже было ожидаемо. Как вообще вас восприняли турчанки? Познакомились ли вы с единомышленницами? Там было очень из 17 стран. Конечно, было очень интересно. Но наши танцы, скажу я, самые лучшие, особенно северные. Это так завораживает. Какие ваши дальнейшие планы? Я знаю, что вы собираетесь на Кипр. На Северный Кипр пригласили, посмотрим, время покажет. Что это будет? Это будет также фестиваль, конкурс? Да, фестиваль, конкурс, тоже тюркских народов. Ну, мы тогда желаем вам больших-больших успехов. Конечно же, ждем вас с новыми наградами, с новым гран-при. А люди, которые вот нас смотрят, и я думаю, многие сейчас зарядились энергией, есть ли у вас пожелания для тех, кто тоже хочет стать, как вы, активными, заниматься своим здоровьем, ну и, конечно же, быть всегда на позитивной волне? Пожелаем найти свое любимое дело, главное, чтобы в душе лежало, да, и заниматься любимым делом. Вот тогда будет и энергия, и счастье, и радость. Большое вам спасибо, и ждем вас после Кипра уже в нашей программе с вашими новыми итогами, результаты. Будем вас чествовать и поздравлять. Спасибо. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. В Верхневилюйске сдали первый в этом году многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья. 3 этажа, 2 подъезда на 27 квартир. Новостройку возвели на улице Ленина. Внешний вид дома индивидуален, украшен якутскими узорами. Все квартиры сданы под ключ, с ремонтом и установленной сантехникой. Параметры жилой площади соответствуют старой. Новые жильцы, впервые увидевшие свои квартиры, признались, что очень довольны и в ближайшее время уже переедут. Как только старые дома освободятся, их тут же снесут и очистят территорию для строительства новых объектов. Такие электросчетчики и теплосчетчики сейчас внедряются в нашу жизнь. И тем самым мы постарались этим самым обеспечить в сельских населениях этими счетчиками, которые сейчас до сих пор никто не пользуется. Но постепенно она будет в нашу жизнь внедряться, и всем будет удобно, чтобы оплачивать все эти коммунальные услуги. Научно-исследовательская работа школьников Хатасской средней школы выходит на новый уровень. Учащиеся в Агрокубе 3-й год реализуют проекты. Например, в чистой зоне в специальных пробирках проводят клонирование картофеля. Также в Агрокубе производят тушенку из жеребятины в специальной упаковке. Уже отправили 3000 пакетов участникам спецоперации. Еще один проект – это уха из карася. Также в пакетах для этого купили 1,5 тонны карасей из Чурапчи. Взяли кредит, и на эти кредитные средства мы заказали оборудование для упаковки чая. Это упаковщик чая будет как пирамидка, но мы хотим на этом оборудовании не только чай, а также уха из карася. И в последующем можно тоже вот эту уху из других наших рыб тоже, ассортимент увеличить.
Форум педагогов-выпускников состоялся в Намской улусной гимназии имени Николая Хлопкова. Его посетили около 40 учителей из разных улусов. В оживленном режиме проводились открытые уроки, классные часы, обсуждение передовых педагогических идей, концепций и программ, консультаций, дискуссий и квестов. Программа форума была очень насыщенной. Все получили массу впечатлений, пополнили свою педагогическую копилку новыми идеями и технологиями, которыми будут пользоваться в своей работе. Мероприятие очень интересное, и, конечно, то, что это мероприятие проводится, очень знаменательно, потому что очень часто говорят о том, что школа славится своими выпускниками. Мы тем более довольны тем, что наши выпускники выбрали профессию педагога. Это для нас очень радостно. А в Уснерском доме культуры «Металлурга» состоялось торжественное открытие Года педагога и наставника в Российской Федерации, Года труда в Республике и Года сотрудничества и добрососедства в Аймяконском районе. Самым достойным были вручены награды разных уровней. В преддверии 95-летнего юбилея якутского художника Афанасия Осипова в конце прошедшего года Татьяна Осипова, вдова академика Афанасия Николаевича, подарила 100 полотен из личного архива муниципальному образованию «Горный район». По решению специальной комиссии района большая часть картин будет передана Мытахскому музею-галерее, а оставшуюся часть в день рождения художника 28 февраля передадут школам, детским и культурным учреждениям района. Сотрудники музея-галереи готовят выставочный зал к юбилейным мероприятиям, где на обозрение будут выставлены 63 новых произведения Афанасия Осипова. Вот эта книга, которую я держу, книга-каталог, выпущен в 2022 году. Составитель супруга Афанасия Николаевича Осипова Татьяна Капитоновна. В эту книгу вошли все 100 работ, подаренные нашему улусу. У меня на этом вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Большое спасибо, Кристина. Двигаемся далее. В новом телепроекте нашего телеканала «Танцуй» страсти только накаляются. По итогам второго выпуска в минувшее воскресенье 2 пары из 9 стали кандидатами на выбывание из проекта. Это Иван Касанов, Анастасия Никитина и Владимир Иннокентьев и Ольга Павлова, набравшие наименьшее количество баллов от членов жюри. Однако одну из этих пар зрители могут оставить в проекте, проголосовав за них. Голоса телезрителей принимаются до 20:00 3 февраля, то есть до этой пятницы, всю неделю на СМС номер 5533 с кодовым словом «Танцуй» и номером пары у Ивана и Анастасии номер 11, у Владимира и Ольги номер 12. За остальных участников проекта голосование проводится только во время прямого эфира каждое воскресенье с 18:00 до 20:00 по якутскому времени. Телепроект «Танцуй» посвящен Году труда. В нем принимают участие представители разных профессий и хореографы. За 6 недель пары-участники должны подготовить и показать зрителям танцевальные композиции на заданные темы. Выступление оценивает профессиональное жюри. По итогам оценок жюри и СМС-голосования зрители будут выявлены 2 пары победителей проекта. Так что смотрите новый телепроект телеканала «Якутия-24» и болейте за любимых участников. На этом наш эфир подходит к концу. Желаем всем плодотворного дня, отличной недели, хорошего, позитивного настроения. Оставайтесь на телеканале «Якутия-24», будьте в курсе всех событий этого дня. А мы, друзья, желаем вам начинать это утро с улыбки, программы «Утро Якутии», ну и, конечно же, зажигательных танцев.